Мы наконец-то на крыше. Сейчас пойдем на сторону, где Харам, мечеть Аль-Харам. Я ожидал, что здесь будет очень ветрено, что здесь ничего не будет слышно. Тут очень даже спокойно. Ветра нет, тихо. Мекка. Вот она, Мекка, окружена горами. Вот и Кааба. Потрясающий вид. Как далеко уходит тень от небоскреба. Мекка. Купил билет на крышу небоскреба, 150 реалов. На крышу отдельный лифт, вот. Сюда можно только по этому билету попасть. Вот такой вот зал ожидания на 9-м этаже. Тут, видимо, нас пересадят на скоростной лифт на 120 этаж. Ждем приглашения. Дают вот такие вот гаджеты. Тут все языки, я выбрал русский. Это мой электронный гид. Все очень строго. Металлодетекторы, сумки, все проверяют. Все в темных тонах. Даже билет черный. Ждем приглашения.
Поднимаюсь на лифте. Какой-то коридор космический. Угу. Видимо, сейчас будут какой-то фильм показывать. А я хотел на крышу. Видимо, крыша будет после фильма. Ну что ж, я так понимаю, тут целая программа, целый комплекс услуг входит в этот билет. Поднялись наверх. Это вот зал внутри этих знаменитых часов. Да, я сейчас внутри часов, которые находятся на небоскребе. Вот это все внутри часов. Вот один из механизмов, их всего 4. По одному циферблату на каждую сторону. Это вот 4. Вот крутится сейчас стрелка. Вернее, этот механизм сейчас прикрутил стрелку. Вот в этом шарике, в этом огромном шарике показывает фильм. Ощущение, как будто ты находишься в открытом космосе. Я уже 5 раз заново пересмотрел его. Настолько интересно. Очень интересно. Перед каждым стендом останавливайтесь. И вот такой вот гаджет вам рассказывает историю на разных языках, на каком вы выберете. Я выбрал на русском. Вот про сотворение звезд, галактик, планет. Очень все интересно. Такие фильмы на экранах показывают. Сейчас пойдем дальше. Я сюда поднимался, чтобы забраться на крышу и сделать пару съемок. Но то, что я здесь увидел, это потрясающе. Я еще не вышел на балкон, но уже восхищен. Эскалатор вниз. Это все внутри часов. Там тоже какой-то фильм интересный, видимо. Насколько же огромны эти часы. Если внутри них размещено столько секций солнца. Ух ты, этот шарик анимирован. Посмотрите. Видно ли? Да, он анимирован. Это солнце. Так, это фильм. Из чего как состоит. Идем дальше.
красивое зрелище. Ну что, тут только ногами классно. Сейчас только заметил. Я как будто в космосе. Так, это я потом подробно буду смотреть. Этот шар тоже анимированный. Так, идем дальше. А это Луна, судя по всему. Да, это Луна. Если я буду у каждого экспоната останавливаться, очень длинный ролик получится, поэтому я так иду быстренько, чтобы, если кому-то вдруг это вообще интересно, чтобы он имел представление, что он здесь увидит. Вот. Эх ты, вот эти часы, в которые я нахожусь, хотел сказать, но эти часы исчезли с экрана. Не успел я сказать. Так, тут люди что-то рассматривают в эти бинокли. Надо будет потом вернуться, посмотреть, что это. Так, спускаемся еще вниз. Посмотрим, что там. Очень интересно. И это для человека, который вообще не увлекается, по крайней мере, до этого момента не увлекался астрономией, но теперь я просто потрясен. А если человек этим увлекается, насколько этому будет интересно? Так, посмотрим, что там у нас дальше. Вижу что-то интересное. Земля, Луна, Солнце. Это ее расположение онлайн, что ли? Да нет, вряд ли. Слишком быстро крутится. О. Это что, типа раньше был один материк единый? Древние приборы навигации. Да, древние приборы навигации. Тут я тоже потом подробненько все посмотрю. Тут, видимо, история часов. А это что за онлайн секундомер? Вплоть до наносекунд. И онлайн световой день на планете. Так, еще есть, еще есть
Сколько же тут этажей-то? Так, уже 10 минут. Кажется, ролик получился очень большой. Наверное, спущусь еще на один этаж и все. А в принципе это, кажется, последний этаж. Да, и там уже выход на балкон. Ну, съемки с балкона сделаю отдельным роликом. Что-то невероятное. Я как будто нахожусь в космосе, в открытом.